Всем привет, дорогие наши зрители! Еще раз хотим вас попросить оставить любой комментарий, любую реакцию под нашим видео. Вам не сложно, а нам приятно. И приятного вам просмотра. Спасибо! Доброе мариинское утро. Мы сегодня где-то в каком-то Мариинске ночевали, в Кемеровской области, наверное. Гостиница «Регион 42». Нормальная гостиница, маленькая, придорожная, единственная. Да, вот Мариинск получается, прямо Кемерово налево, а нам до Красноярска 333 километра. Туманчик такой везде лежит. Понравилась кафешка, девушки такие приятные. Ну и в гостинице, ну вообще персонал прям вот такие все доброжелательные. Единственное, что не было кондиционера, без кондиционера все-таки в такую жару тяжко. Был вентилятор, и он всю ночь крутился, этот вентилятор. И мне кажется, даже я от него простыла. Вот такой туман красивый лежит. Он прям не лежит, а висит слоями. Мы попросили кипятка, кстати, в кафешке бесплатно его дали. Кофейку заварили нашего турецкого. И едем в сторону Красноярска. Сейчас тоже скоро будет Красноярский край. Погода хорошая, но за бортом сколько там? 13, да? 15. 15 градусов. Считай, в 5 утра, да? Ну все, катим. Сейчас что-нибудь будет красивое, буду снимать. Смотри, это что так небо разрезает? Самолет? Точно самолет. Вот сейчас вижу. Показалось, думаю, надо же такое облако, что ли, интересное. Вон еще один самолет летит. Надо же так прям необычно красиво разрезают небо. Так, машины уже поехали прямо так активно. С утра пораньше. Мы сейчас из гостиницы, когда выходили, администратор говорит: о, прямо все хором так поехали. Видимо, мы не одни, поэтому так сказала. Маленько постояли, минут 5, наверное. Реверсивное движение. Вот время 5 часов утра, они делают, уже ремонтируют. А может, всю ночь ремонтировали. Мы когда туда, в сторону моря ехали, солнышко нам в спину светило утром. И я тогда еще сказала: представляешь, мы будем обратно ехать, оно нам будет в лицо светить. Точно, было дело. Будь здоров. Красноярский край. Тоже дороги так себе. Сейчас там где-то перед Ачинском они сделали дорогу, а вот это вот такая болтуха. Время 6:30. Дорога тонкою лентою вьется. Так вот, когда смотришь, что там на дорогу, кажется. За дождем
Кстати, так часто стали стоянки встречаться с туалетами, с уличными. Да, это, кстати, вот здесь за Омском, наверное, началось. Да, за Омском началось в сторону Иркутска. Но сократилось количество заправочных станций. В разы. И там, где заправки есть, везде туалет закрыт. Или для персонала. Нет, либо очередь. По очереди. Ну да, сейчас так и будет. Вспомню, я тогда снимала Красноярский край. То каждый поворот, все кусты заняты. Потому что на заправках туалетов нет. В уличные вот эти туалеты ходить На ногах что-нибудь принесешь. страшно, да. Ирокеза. Да к ним даже подходить, наверное, я не знаю, я давно уже туда не заглядывала в такие туалеты. Термодемон живой уже. Кто? Термодемон. Термодемон, блин, это ж надо такое придумать. Это я придумал. Кто придумал? Стоянка еще не заполнена, все спят, у них выходной сегодня. Да. Вот прямо видно, как от ачинских этих труб. Небо все серое, желтое, красное, непонятно какого цвета. Серо-буро-малиновое. Вот прям полосой. С этого ракурса. Или сейчас, когда приблизимся. Там вообще из этих труб света не бывает, блин. Ну да, такое ощущение, что прям темно там. Ну что-то, блядь, чересчур, слушай. Мы просто раньше не замечали этого. Сейчас Да нет, ветер в мы эту зимой просто ехали частенько. А тут ты посмотри, что творится там. Это же вообще... Просто сейчас ветер в эту сторону, поэтому сюда больше пришло этих всех грязей. Когда ветер в другую сторону, мы, видимо, ехали всегда в другую сторону ветер был. Мы не видели такого ужаса. Это же катастрофа. Катастрофа. Здесь живут люди, дышат этим, рожают детей. Как бы Ачинск же не маленький городок. Производство тоже нужно. Здесь они же какую-то кальцинированную соду производят, добывают, то есть еще что-то с металлами связано, по-моему, алюминий, не алюминий. Я уже не помню, я сколько раз смотрела. Вот так карьер обустроен. Какие-то трубы там идут вдоль. Вот они эти трубы, заводы, пароходы их называют. Там за ними еще какой-то карьер, по всей видимости. Дальнобойщики спят. Столовая, гастроном, автомойка там. Где? Да? Закрыто. Не знаю, может 24 часа написано. Автомойка закрыта. Ну тебе сейчас зачем автомойка? Помыться, чтобы опять замораться? Мог сбить просто с морды. Через 500 метров на светофоре поверните направо. Тут везде машины стоят. Тут уже испортили дорогу. Смотри, уже все в ямках. Ну,
сделали, видимо, тоже так тяп-ляп. Здесь вот трамвайчик ходит. Поверните направо. Которому мы должны ступать дорогу. Фига, смотри, как машины бедные переваливаются через эти пути. Вон он идет, трамвайчик. Хрена себе. Но я говорю, вообще ужас. Мы вроде бы никогда так не делали. Через 400 метров поверните налево. Первый раз я увидела, чтобы машины так. И вон еще там один трамвайчик идет из кустов. И вот 81-й. 95-й, 59, 20. Что там опять за сверчок? Маршруты. Вести. Строй. Прямо 3 километра. Позавтракали в своей любимой берлоге. Деревня Сухая возле аэропорта Красноярск. Я В их общем, позавтракали мы в своей берлоге. Позавтракали 9:30. У нас-то уже обед. Короче, мы поели уху, шашлык. Ну и как всегда я с собой взяла тортик, потому что у них такие тортики вкусные, что если бы я не взяла, я бы не простила себе потом. Ты в холодильник убрала? Да, в холодильник тортики положила, в холодильнике температура замечательная. У нас там еще из Сочи едет колбаса, из Омска, по-моему, сливки, Из Самары судак. из Самары судак. Короче говоря, так, на всякий случай лежит там. Ну, не съедим, значит, привезем домой, ничего страшного. Вот, что-то я хотела интересно. Я хотела сказать, что на подъезде к Красноярску мы стали смотреть в навигаторах, в 2GIS дачу, базу отдыха. Ну, понятное дело, что сегодня суббота, и, скорее всего, все базы заняты. Ну, а вдруг, мало ли, кто-то передумал ехать, там не получилось. Базы отдыха прямо на берегу Енисея. Что-то мы подумали, что у нас как бы времени еще достаточно, и мы можем себе позволить отдохнуть на берегу Енисея. И так странно, я понимаю, конечно, что я звонила в 8:30 утра, да, в эти базы. Многие вообще телефоны не поднимают, не отвечают. А многие сонным голосом отвечают: я вообще сегодня выходная. И вообще у меня Ладно. только 2 дома. И вообще у меня только 2 дома. И я не работаю. Ладно, короче. Они заняты. Ладно, короче. На другую звоню, ну там: здравствуйте, у вас есть сегодня домики свободные? У меня не домики, у меня гостевой дом. Я говорю: ну ладно, нет номеров свободных. Я говорю: а что ж вы такие все недовольные-то, говорю, отвечаете? Вот в другой раз я вообще, не позвоню даже туда. И не порекомендую никому это место. Ну это что такое-то вообще? Ну тебя разбудили, ну улыбнись в конце концов. Короче, я опять возмущаюсь. Ну просто я не приемлю такое отношение, такой сервис. Вы работаете с людьми, с клиентами. Сейчас, не знаю, мне кажется, нужно бороться за каждого клиента. Или у вас их переизбыток. Причем, по отзывам, как раз вот и пишут в отзывах, что недовольные все время отвечают. То телефоны не берут, то какие-то недовольные. Именно все вот эти вот негативные отзывы связаны с персоналом. Что происходит вообще, я не понимаю. Или мы в эту гостинку вчера в придорожную заехали, да? Регион 42, эта женщина там, Как родных, чуть ли не караваем встретили. но как будто, я не знаю, как будто правда родной человек какой-то. Она до этого чуть тоже. не пришла одеяло подоткнуть там. Да. До этого, где мы были, тоже
где-то так же, вот прямо в придорожных вот этих Курган. вот. Так, в Кургане сейчас вспоминаю, Елабы, где. как она там твоя? Крутая эта гостиница, которая новая, русская народная. А, да, вот, кстати, там вообще, господи, горница в Кургане, да, в Веденском. Там вообще тоже женщина, это девушка-администратор, она прямо от души так встретила, все показала, все рассказала, с такой любовью. И тут тебя чуть ли не прямым текстом послали на 3 буквы. Единственное, парень там какой-то в какой-то базе поднял трубку. Ну, слышно, что молодой парень, слышно, что спал. Видать, бухал, может быть, даже вчера, я не знаю, потому Возможно, что это гость даже. он так глыкал громко в воду, пока я ему говорила. Может, просто у него там что пересохло. И вот я его спросила, вы хотя бы, если у вас мест нет, говорю, хотя бы можете сказать, вот, допустим, если мы к вам приедем, к вашей базе, чтобы возле вас там погулять по берегу Енисея, чтобы не в городе это было, мы не хотим в самом городе по набережной, а хотим вот где-то на природе. Он говорит, да приезжайте, Енисей большой, говорит, места всем хватит, везде вам никто не может запретить гулять. У нас, говорит, просто, говорит, возле базы места мало, говорит, приезжайте, гуляйте, говорит, ради бога. В общем, мы подумали, что мы сейчас наберем какую-то базу и поедем туда, чтобы именно вот на природе возле Енисея погулять, а не в городе. В городе мы уже были, хотя Красноярск нам нравится, но в город не очень хочется. Ну и вот и немножко, да, как-то не подрасчитали, что сегодня суббота. Если бы мы понимали, что мы вот так будем ехать как-то быстро и торопиться нам некуда, мы бы, наверное, забронировали заранее какой-нибудь домик или дом. Здравствуй, Красноярск, город трудовой доблести. Красивый, конечно, город. Очень-очень много частного сектора. Прямо едешь, вот поселок за поселком. И рекламные щиты висят, что новые какие-то поселки строятся. Домишки такие красивенькие стоят. Ровненько по линеечке. Это вот я так понимаю, что новостройки перед нами слева. Когда долго в них сидишь прям. Смотри, прямо 4 дома, 6 кранов. Через 500 метров круговое движение. 3-й съезд. Садовый центр. А там деревца какие-то продают, видимо. А я что-то не поняла, что в Красноярске облачно-то стало. Все, разворачиваемся в Иркутске. Туда повезем облачность? Давай не будем. Как-то не хочется людям У портить нас сегодня погоду. еще дождик не проливал. Мы же проехали по мокрому. Значит, был дождик. Опять красный. Мы все красные опять собираем. Что за ерунда? С того двинулись, на этот придвинулись. В чем дело? Эй, что там у нас? Кто дремает? Кто-то придремнул чуть-чуть. Что теперь? Через 600 метров поверните направо. Исторический центр, ЖД вокзал. Прямо направо Академия биатлона. Я тебя сейчас туда отвезу, Ну да. и тебя обратно вернут биатлонисткой. На лыжах. Поверните направо. Или стрельнут. Прямо 10 километров.
10 километров. Не смотрю, Саня. Это в руки тает. Смотри лучше. Сборчики такие Сейчас старенькие. антенной зацепимся и поедем на электричестве. Тогда все, можно выключаться на нейтралку. Что, все здесь не шли налево? Тут еще строится микрорайон. Лодку повезли туда на прицепе. Может, сейчас к ним прицепимся? Скажем, давайте-ка покатайте нас, господа. Или хотя бы удочку дайте. Тебе зачем удочка? Порыбачить. Что ты там решила поймать? Рыбу какую-нибудь. Дома красивые там, цветные. Ух ты, я там, кажется, уже Енисей вижу. С водометом. Приемная комиссия, Сибирский федеральный университет. Красивый. 4-й на зеленый проехал. Наконец-то. Как красиво тут. Тополя такие высоченные. Тополиный пух. Жара. Июнь сейчас. Июнь. Кто-то на горную реку собрался. Да, не по Енисею, они гоняют. По Енисею? Может быть. Может быть. Что-то они как-то... Мы бы на горную собрались, у нас бы горка такая была сверху лодки загруженная. Да, не так. Пивко попить. Вот мы за ними и поедем. Посмотрим, где они скидываться будут. Не скидываться, слеповаться. Куда? Слепование называется. Ой, нормально говори, скидываться и все. Слеповаться. Иди в свой двор, да, делаете? Да. Иди выпендривайся в свой двор. Ой, там колесо обозрения на той стороне стоит. Офигеть. Обалдеть. Это вас не красит. Пятерочка. Пятерочка. Это я говорю в Омске. Зашла в пятерочку, что-то там купила. На кассе ко мне эта женщина как прилипла. Карту пятерочка. Я говорю, нет, мне не нужна карта пятерочка. Почему вы не хотите оформить? Вот если бы у вас была карта пятерочка, у вас бы сейчас все было со скидкой. А сейчас вот у вас кое-что будет без скидки. Я говорю, хорошо, давайте. Что там без скидки, мне без разницы. Она говорит, ну вот макароны Макфа. Так бы они у вас были 53 рубля, а так будут 56 рублей. Я говорю, ну ничего страшного. Ничего, что в моем городе они по 92, да. Возьмите карту пятерочка, давайте оформим. Я говорю, не нужна мне ваша карта пятерочка. У меня в городе нету магазина пятерочка. Ну это я так уже. Во всей России есть пятерочка. Да ядрить твоя налево. За мной очередь стоит, она мне эту карту впаривает. Может, они что-то от этого имеют, какие-то там проценты, я не знаю. Я уже хотела вообще развернуться и уйти, и купить макароны в другом магазине. А у нас антенна-то никто не стырил, блядь. Не Мы знаю, что-то ничего не не задеваем. зацепляемся, да? Она просто слева стоит. Она посередине стоит.
Не прям посередине же. Посередине. Да? Мне показалось ближе к леву. К леву. Тебе показалось. Дома такие интересные там стоят. Какой-то это улица дивная, улица живописная, поселок, жилой комплекс удачный. Наверное, здесь дорогой частный сектор, раз Енисей на берегу, да? Наверное. Потому что смотри, какие домики все такие не бедные, так сказать. Считай, что он сел, блин, взял лодку. Улица Крутовского, Ну, ясен пень. 149. Крутовского, да. Вон лодки у всех во дворе стоят. Поехал в Через Вот 300 продают. метров Улица поверните Счастливая. Счастливая 101. Продают ее. Поверните налево. Повернули. Так, тут не очень Крутовского. Ну, вот она мне показывала, видимо, эту финальную дорожку. Мгм. Яма до канала. Ну, тут неплохие такие домишки, блин. Тоже я не вижу деревянных, хотя леса Нет, много. мы сейчас ехали, были деревянные дома. Были, да? Ага, прям несколько попадались. Улица Лодочная, 20. Вон деревянные. Али, может, это они обшиты эти? Тут вот обшито, понятно, да? Ну, тоже сайдинг непонятно, из чего он там, что он обшил. Вот деревянный какой-то тут Это надстрой. конкретно, видишь, и покрыто как заморено все, чтобы не это. Видимо, тоже Забор у них деревянный. нифигово так это влажность. Возможно. Еще теремок, блин, смотри. Мгм. И куда этот лодочник уехал? Прямо? Туда, ну, там один выход к Енисею. Долгий до Енисея. Вот тоже кто-то строиться собрался. Через 200 метров. Крутой поворот направо. Во двор. Во двор-то. Ну, я к кому-то во двор еду. Да нет, это же я на эту базу поставил, она, видимо, вот она. Они, видишь, здесь все Улица. слепуются, потом машины сюда выгоняют. Ну, сейчас спустимся, посмотрим, если что, вернемся. Крутой Вот. поворот направо. Улица Во двор. Лесная. Ух ты. Ну и где поклонники? До финиша Нету всего ваших 200 метров. поклонников. Ой, утки плавают живые. Живые, да? Мгм. У нас хлеб есть. Будем кормить. Ну так, живых. Вот, из тумана выплывает лодочка. Надо же. Ага.
Обратно едем по этой же улице. Посмотрели на эту базу, на которую звонили. Да, так себе. Ну, там просто, по-моему, домик такой небольшенький. И все. Зато И я рядом уточку покормил. лодки скидываются и... Что там, говоришь, слепуются, да? Ну, слепоны же тапки мои. Слепоны. Посмотри, и опять солнышко куда-то зашло. Так было хорошо солнечно, и главное, туман развеялся, Через пока мы 200 стояли. метров поверните направо. Поснимать этот микрорайончик, домички. О, Ну, антенна на месте. на месте. Поверните направо. Тоже вечная проблема частного сектора мусора, блин. И все раздуло. Крутовского. Жилой комплекс удачный. Пожалуйста. Тут многоэтажные дома. Тоже такие уютненькие. Все закрытая территория. Империя вкусов. Что это? Не знаю. Клиника, тут всякие школы, сады у них. Прям очень красиво. Вот мне нравятся вот эти вот светлые дома. Они так необычно смотрятся. И частные, кстати, тоже светлые, очень красиво смотрятся. Вот он, Енисей опять. Мы только что были где-то там справа. Михайловка какая-то. Михайловка. Ну, вроде как. Там ЖД мост идет. Блин, тут вот эти вот мелькают поручни. Или как они? В следующий раз машину с люком возьмем, Ограждение. чтобы ты палку оттуда вытащил. А, да? Селфи. Селфи. Селфи-палка. Ну, и мы вот там вообще за горой где-то были. Прямо красивенькие такие, человейники, правда. Вот почему-то хочется, правда, их человейниками, да, назвать. Ну да, вот там где-то Они даже машину могут. негде будет поставить, наверное, друг на друга. Угу. Сейчас такие сзади нас, которые едут, хоп, QR-код наш снимут, потому что они видели, что они мне в кадр попали. Скажут, угу. Тихие зори называется. Район? Угу. Ну, видимо, жилой комплекс, или как правильно. Вот эти вот тоже красивенькие такие стоят. Ну да, конечно, будет миллионником, тут столько домов. Не, мне Красноярск нравится. Да, Красноярск. Прям очень вообще нравится. красивый, уютный, чистый. Но Но мэр говно. говорят, что да мэр уже все, его больше не будет в Красноярске. Единственное, говорят, что тут окружающая среда. Но сейчас газ тянут. Так, вот эта вот машинка Peugeot должна была в кадр попасть. Если они отсканировали QR-код и посмотрят это видео, то вам привет, ребята. Мы вас тоже видели. И даже снимали. И даже специально. Теперь уже. И даже если вы сфотографируетесь на фоне своей машины, мы вам отправим подарок. Фотографию на фоне своей машины можете отправить в Телеграм. А мы едем дальше. Трамвайчик 7-й.
Пошел трамвай. Всё. Так бы и строила новые маршруты. Везде. Знаю. Везде. Через 400 метров поверните направо, а затем крутой поворот направо. Теперь правильно. Чуть-чуть не туда свернули маленько. Поливательная машина идет, что ли? Ну да. Так она мне сейчас Чтоб мы подумали, что у нас дождь. загородит все весь поворот-то. Весь поворот. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Улица семафорная. Старые дома здесь стоят. Мы в прошлом году по ней ехали, по этой улице. Она в таких огромных лужах была. Я снимала. Дождь пролил. Ливень. И такие лужища оставил огромные. Сейчас вот кажется, как будто вообще прям дорога идеальная, да? Время почти 3 часа дня, мы приехали в Канск. Подъезжаем, заезжаем. Блин, я не запомнил, куда нам прямо. Сейчас, наверное, отключится. Да, нет, нам вот сейчас прямо Глушилки направо здесь. и налево. Это же объездная Канская, да, сделали? Не знаю. Глушилки здесь стоят, потому что Он же не вдоль трассы, да? военный аэродром. Понятия не имею, где это находится. Я тебе скинула и все. Ладно, проедем. Заедем в центр, да. Раньше ездили, ничего Там страшного. отключится. Надеюсь. Ну а так вообще как бы язык до Киева доведет, говорят. Нам в Киев не надо. Куда-нибудь доведет. Мы же когда в ту сторону ездили, здесь же с тобой потерялись. Точно, вот нас почему навигатор-то водила. Мы тогда еще не понимали, что глушилки работают. Град-то когда пошел, помнишь? Катались по всему Канску, он нас куда-то не туда все время заводил. Нет, это я там просто проскочил поворот. Ну, поворот проскочил, а она нас куда-то вела, непонятно же, куда все время. Может быть. Едем все потихоньку, а навигатор показывает 170 километров в час. Летим буквально. Ехали долго, движение такое плотное, очень много машин. Да, с 10 часов как началось, блин, хоть вообще в 3 ночи выезжай, блин. Да. А сегодня поспим хорошо. Причем завтра что во 3. встречном, что в попутном направлении. Но завтра мы, наверное, в Иркутск также будем подъезжать. Тяжело. С утра-то поедем нормально, а потом начнется. Ну, мы сегодня 600 проехали ровно на час. Это с учетом того, что мы заезжали, заворачивали. Да, забронировали гостиницу. Оказывается, еще та история забронировать гостиницу Здесь его в Красноярском крае. Все гостиницы почему-то без кондиционеров. Вроде читаешь в 2GIS, там и отзывы хорошие, и все, и по фотографиям нормально, и цены нормальные. Кондиционера нет, говорят, ну, если там сторона не солнечная, то нормально, если солнечная, то вентилятор вам поставим. Ну, ни на одном доме, я обращаю внимание, нету кондиционера. А потом в какую-то гостинку позвонила, спросила. Я говорю, ой, нет, девушка, говорю, без вентилятора мы не приедем. Она говорит, ну да, у нас, говорит, без вентилятора, без кондиционера. Она говорит, у нас,
гостинице кондиционеры стоят только в коридоре, говорит. В номерах нету. Сами, говорит, маемся и удивляемся, почему не ставят. Духота, говорит, вообще ужасная. Поэтому не верьте никому, что вентилятор поможет. Мы сегодня ночь с вентилятором провели. Такое себе. Вы представляете? Такой номер, по-моему, даже с балконом. Ладно, потом посмотрю. Все есть. Так, тут. Душевая кабина, да? Вот такой номер. С двумя раздельными. Нет, такой я не хочу. Спасибо вам, что не курите. О, кстати, чайник есть. Еще и завтраки у них есть. И, пожалуйста, стоит постельная, прямо беленькая, все белоснежное, 2 подушки, ну, по 2. Это вообще одноместный номер, мне сказали. Идем посмотрим на балкон. Проход такой узенький, но ничего. Что там с балкона видно? О, у нас машина прямо под окнами получается. Оп. Блин, высоко, 5-й этаж. Я, оказывается, так давно в многоэтажных домах не жила, что мне даже на 5-м страшно. Каток у нас тут под окнами. Ой, какое-то здание. Интересно. В общем, такой холл. Погладить можно. Я думаю, что даже постирать. 5-й этаж. Я сейчас спускаюсь на 1-й. Хоть Канск поснимать. По центру мы еще так не катались. А может, это не центр. Улица. Мы здесь же ехали. 40 лет октября, да? Но я просто с навигатором здесь в руках ехала. О, баня. Общее отделение, душевые номера, номер с парилкой. Обалдеть. Между прочим, такой относительно чистенький городок-то. Относительно чего? Относительно чего? Что-то у них здесь все бегают прям. Поразительно. Это, видимо, те, которые с Красноярска. Добежали, да? Ага. Пивной причал. Как только не назовут, как только не заманят. Мы теперь поехали мойку искать. Навигатор не работает. А нет, заработал. Нет, нет. У меня нет. А то и нет. Это что, кольцо? Ну почему вы меня не слушаетесь? Всё Снова правильно. потерялись. Мы же где-то здесь ехали же, правильно? Не знаю я уже. О, нифига, там народ купается. Купается? Ну, конечно, такая жаришка-то. 30 градусов. Надо мясо. Едем в Гобис. Реклама. Так, мы ехали там не было одностороннего. Главное потом обратно дорогу найти. Я специально еду чисто по главной дороге. Так, теперь здесь вот где мы ехали. Блин, мы оттуда ехали. Так устроен новый маршрут. Нам туда Вести. надо. Прямо 2 километра. Куда она нас ведет? Хрен Мебель. Ну все тут. За город уже не буду снимать. Лучше город потом поснимаю.
Чтоб не портить впечатление о Канске. Но мы здесь не ехали, да? Ну, не знаю, я уже заблудилась. Я опять заблудилась. Мы опять ушли с маршрута. Да. Вы ушли с маршрута. Хорошо. Очередная мойка в Канске. Потому что там мордаха вся в этих мухах, оводах и всем остальным. Кстати, вот возле автомойки в Канске тоже какие-то заброшки, не заброшки. Какие-то страшные здания. Походу заброшки, потому что провода все обрезанные. Все кабели вот валяются. Вот что это за здание? Вроде стекла все целые. Провода все обрезанные. Здание такое страшное. Какое-то. Призрачное. Это же надо вот, блин, такие здания огромные, и они закрыты на замок. И они стоят вот совсем печальные. А могли бы что-нибудь интересное в нем сделать. Ну, хотя у них здесь таких полно, вон еще какое-то. Вот еще. Клининг, мадам. Это, блин, напердели тут, напыхтели, наплевали на лобовое стекло. Во, блин, напердели, честно говоришь. Слушай, прикольная штучка. Да. Мне такую, пожалуйста. В гараже Да? возьмешь. Попробовать в машине. Я надеюсь, что не будет разводов там потом. Будет, я вижу. Будет? Ага. Почему? Не знаю почему. Ну, у тебя-то вон вообще. Эй! Это что вы поняли? Короче, ты моему клинингу не доверяешь, только своему, да? Да. Вот от тебя точно будут разводы. Все, зашибись. Ну, вот тут вот по краешку хреново протер. Да ты что, сучка? Что ты? Я снимала, как ты меня обозвал. Сучка говорит на меня. Капец там на фарах аж наполировала, блин, пескоструем, то есть наполировала. Фары будем полировать, блин. Во, вот так вот он моет, блин, клининг. Мадам? Вот эту-то штуку убери, скачешь. Блять, раньше не могла. Ну, а что я знаю? На вершине. Там сзади бардак такой. Не буду ничего Все, убирать. в столовку. Столовку. Опять же, есть? Ну ладно. Тебе этот включать? Или ты сам дорогу найдешь? Навигатор. Попробую. Улица 40 лет октября или какая там? Поехали. Ну что, и сюда дождь притащили? Что такое-то? Показывало же, что не должно быть дождя. Должно быть только солнышко. Ой, кошмар какой-то.
О! Ёб твою мать, блядь. Наша-то не сработала? Кошмар какой-то. Ну у тебя же пульс здесь. Ой-ой-ой. Это что, ураган? Нет. Даже дождя не было в прогнозе. Ой-ой-ой. Хамуха. Ой, с крыши вот так вот течет. Мне страшно. Мне страшно. Все, отключаю. Пожалуйста, угомонись. Я сейчас бабахнет опять. Мы на 5-м этаже не висим. Ой, сейчас опять бабахнет. Мамочки. Кошмар. Пожалуйста, хватит, да? Ну, там хором теперь все заорали. Мой терпит стоит. Вместе с теплым Заорал. в темноте его волнует. Оставь со мной кусочек лета вместе с теплым поцелуем. И придут во снах рассветы, теплый бриз в сердцах задует, задует. Оставь со мной кусочек лета вместе с теплым поцелуем.